Ночная гостья. После издания четвертой книги серии «Звенящие кедры России» мое отношение к высказываниям таежной отшельницы Анастасии и ученым стало меняться, и вот почему. Однажды, когда я сидел в своем кабинете и слушал песни бардов, раздался телефонный звонок. Я поднял трубку и... Мой хороший знакомый сообщил: «Привет, Владимир. Я сейчас в интернете обнаружил интересное объявление. Инициативная группа из Тюменской области ищет единомышленников для создания поселения, состоящего из родовых поместий. Все они читатели твоих книг». Здорово. Хорошо, хоть кто-то откликнулся. Примерно через час снова раздался телефонный звонок. Знакомый голос из трубки сообщал взволнованно: «Еще в 3 регионах России люди собираются в группы для создания родовых поместий». Вот так и стала поступать информация, рассказывающая о том, что в разных регионах России стихийно стали образовываться группы людей, которые приобретали заброшенные, поросшие бурьяном, бывшие колхозные и совхозные поля. Люди размежевывали истосковавшуюся без внимания человека землю на участке размером в 1 гектар, чтобы создать на них свои родовые поместья. Люди сажали на облагороженной земле яблони, вишни и кедры, сажали лекарственные травы и цветы и стали рожать женщины счастливых детей в расцветающем пространстве малой Родины. Сегодня в России уже насчитывается более 370 поселений нового типа, состоящих из родовых поместий. Значит, ждет процветание и всю страну. Ощущение прекрасного будущего будоражило и согревало душу. И вдруг другая информация с черной и грозной тучей заслонила прекрасное будущее. Численность славянского населения России ежегодно уменьшается более чем на 1 миллион человек. Его замещают люди другой культуры и расы, в основном азиатской. Примерно такая же ситуация складывается и во всех европейских странах. Я проверял эту информацию в разных источниках, но она повторялась. О Боже, что же будет с людьми, создающими родовые поместья, если они окажутся в меньшинстве, окажутся в своей стране всего лишь малой народностью? Народностью, более не влияющей на законодательство страны, ее культуру, традиции. Проходили недели и месяцы, но эта негативная информация вновь и вновь вводила меня в депрессивное состояние. И каждый раз, когда это происходило, возникала все острее потребность встретиться с Анастасией. Но Анастасия словно исчезла в каких-то неведомых измерениях. Исчезла, сказав: «Какое-то время я не смогу помогать тебе, Владимир». Я все ждал, когда пройдет это какое-то время. Однажды, поздним вечером, когда мне стало совсем невмоготу, я сел за руль своего автомобиля и помчался к своему гектару земли, на котором собрался обустроить свое будущее родовое поместье. Я гнал машину и тешил себя мыслью, будто ждет там меня Анастасия.
Мой гектар находился в 30 километрах от города в поселении, состоящем из родовых поместий. Соседи уже построили на своих участках дома и высадили плодовые деревья, а на моем гектаре стоял лишь домик-прицеп к легковому автомобилю, да зеленая изгородь из туй отделяла его от дороги. Выйдя из машины, я подошел к своему беленькому домику на колесах, сел на скамейку у входа и стал любоваться залитым лунным светом пространством. И вдруг увидел, со стороны пруда идет в мою сторону женщина в легком платьице, босая, ступает по траве. Ветерок, слегка касаясь, перебирает в лунном свете пряди волос ее. «Анастасия!» – прошептал я сам себе, но не смог стать ей навстречу. Какая-то расслабленность и успокоенность овладели телом. Из мыслей улетучились заботы все земные и проблемы, и только женщина, походкой легкою, идущая мне навстречу, как струны, мысли все мои перебирала. Но до чего же все-таки Анастасия красива какой-то необычной красотой, а может быть, своей душой? А может, оттого она красива, что в генной памяти ее сохранена вся информация от сотворения мира? Я все же смог навстречу встать. Ее дыхание таежным ароматом тело отнимало. Какие-то слова хотелось ей приятные сказать, но смог лишь прошептать: «Анастасия, здравствуй! Как оказалось ты в моем поместье? Здравия мыслям и чувствам твоим, Владимир!» В тон шепотом ответила Анастасия и засмеялась своим увлекающим за собой смехом. Потом ответила на мой вопрос: «Как появиться быстро в месте том, где хочешь? Несложная задачка, но объяснить тебе ее понятным языком я не готова. Времени много, объяснения мои займут, а мне с рассветом уходить необходимо. Лучше давай попробуем вместе твою депрессию развеять». Почувствовав ее, я появилась здесь. О многом говорили мы, гуляя до рассвета по залитому лунным светом пространству поместья. Говорили в том числе и о вгоняющей меня в депрессию информации об убывающем славянском народе. Не все гладко, как ты хотела, Анастасия, происходит с родовыми поместьями. Люди, конечно, создают поселения, состоящие из родовых поместий. Они уже существуют и развиваются почти во всех регионах России. Но люди в них иногда спорят друг с другом и даже ругаются иногда. Но главное, до сих пор нет закона о родовых поместьях и указа президента нет. В Госдуме уже 2 проекта этого закона лежат, но депутаты до сих пор их принять не могут. Ты говорила мне, помнишь, как говорила, моя мечта была яркой и немного просящей. Они приняли ее как план к действию и решились перенести людей через отрезок времени темных сил. Возможно, они и сами в него что-то добавили. Кто такие эти
всесильные и загадочные они, и почему не могут так сделать, чтобы появился закон о родовых поместьях, и люди, чтобы не спорили и не ссорились между собой. Они — это энергии Вселенной всей. Они везде, в тебе, во мне, в букашке маленькой и птице в высоте парящей, в травинке неприметной и в планетах ближних, дальних, у всех своей задачей и предназначение. Но когда в каком-то человеке или во множестве людей рождается достойное вниманию устремление, они энергии свои стремятся направлять к его осуществлению. Они умны, все вместе разума вселенского достойны, способны изменять события ход, чтоб к цели привести задуманной мечтою. Последовательность действий их не всяк способен сразу оценить. Ты говоришь, Владимир, почему закона еще нет о родовых поместьях, и власть имущие не помогают людям поселения обустраивать? Но ты внимательнее оцени, Владимир, произошедшее событие великое. Уже на протяжении десятилетия, собравшись в группы, люди поселения для жизни создают, сами уставы пишут или неписанные правила блюдут. У всех по-разному проходит становление жизни в новых поселениях, и впервые никто не мешает народным изысканиям сложить такую ситуацию, только они могли. Ты говоришь, Владимир, много в прессе негативного о поселениях излагали, и даже сектой называли, и о тебе с пренебрежением писали. Так нужно было сделать для того, чтобы тебя, первых создателей поместий и родовых, от самости сберечь. Правители земные разных стран не понимали, да и сейчас, пребывая в повседневной суете, они не в силах осознать, что привела людские души к сотворению великому. Великая энергия, вселенская, совместно с душами людскими, облик земли прекрасный создает, непонимающим в процесс вмешаться не дает и выбирает, но не правителей, а сотворцов. Теперь анализировать необходимо все лучшее из поселений взять, внести в закон, не зря лежащий без движения. Всем людям, заинтересованным в закон, что будет обновлен, принять, тогда и власть его признает. В процессе этом каждый должен поучаствовать. Каждый, кто дорожит своим поместьем родовым, они решения людского ждут. Но почему, Анастасия, так важна мысль каждого создателя поместья родового? Уже и мысль сама создать поместье родовое в память о предках рода своего и в дар для поколений будущих, живительно для тела и души любого человека. Взлетает эта мысль в пространство измерений, и звездочкой во тьме сверкает, ищет души непрекаянных, забытых предков рода своего. Когда находит,
их энергию на землю отправляет тому, кто мысль в пространство выплеснул свою и повторял ее, сам следовал за ней. Чтобы все так произошло, необходимо важный сделать шаг. Чтобы поверили тебе пространство души предков, и звездочкою мысль твоя зажглась, людей, ныне живущих на земле рода своего, в назначенный тобою день собрать в поместье родовом на праздник рода, им рассказать об устремлении своем и каждому дать слово о жизни рассказать своей. Смысл действий этих необычайно важен в народах на земле живущих ныне, чья численность собой планету заполняет. Отличие имеется одно: они чтут своих предков не менее чем до 7-го колена. Людей, ныне живущих рода своего, стараются на праздник собирать. Так происходит в Индии, в Китае и мусульманских странах. Когда смысл слов Анастасии, сказанных, я понял, всего меня как будто радостное ликование охватило, как будто ярче вспыхнул лунный свет, и я воскликнул: нашлось недостающее звено! Ты молодец, Анастасия! Все сбудется теперь. Я понял все, но почему не догадались раньше люди? Все говорили: мы поместья родовые создаем в память о предках наших для потомков. При этом игнорировали свой род, живущий ныне на земле. А ведь с него необходимо начинать, необходимо учредить праздничный день рода своего живого. Ну почему не догадались раньше люди? Владимир Мегре. Первая обновленная книга «Анастасия. Энергия твоего рода». Глава «Ночная гостья». Слова Анастасии: чтобы поверили тебе пространство души предков, и звездочкою мысль твоя зажглась. Людей, ныне живущих на земле рода своего, в назначенный тобою день собрать в поместье родовом на праздник рода, и им рассказать об устремлении своем, и каждому дать слово о жизни рассказать своей. 9 сентября. В этот день поженились, обвенчались, закрепили союз двоих. Для вечной жизни в любви пространстве жить на века мои, наши родители Миннебай и Миннегель Миннекаевы. Именно поэтому я и мы считаем, что 9 сентября самый подходящий денечек для празднования Дня моего рода. И назначаю, объявляю, что 9 сентября – это день рода моего. И благодарим весь наш род и родителей моих, наших, за сохранность связи родом изначальным. Поздравляю всех родных с днем рода моего, с праздником жизни на века!